В прямом эфире на ТНВ новости Татарстана. В студии Милевша Кашапова. Здравствуйте. Историческое заседание Государственного совета Татарстана. Сегодня на итоговой сессии было принято серьезное политическое решение. Парламентарии одобрили новое наименование должности руководителя Татарстана. Вместо президента – глава РАИС Республики Татарстан. Напомним, изменения вносятся по требованию 414 федерального закона. Ключевой момент этого решения – Рустам Минниханов будет называться президентом до 2025 года, когда завершатся его полномочия. Как принималось историческое решение и что о нем думают участники этих событий, свидетелем стал Дмитрий Аринин. Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению по итогам двух заседаний, которые прошли вчера и сегодня, просит включить в повестку дня сегодняшнего заседания 4 вопроса. Главным из этих 4 вопросов стал законопроект об изменении в Конституции Республики. Накануне Комитет по госстроительству поручил доработать его инициативной группе. И сегодня депутатам представили итоговый результат. В розданном вам проекте предлагается внести изменения, согласно которым наименование должности высшего должностного лица Татарстана будет глава-РАИС Республики Татарстан. Новое наименование, предусмотренное проектом закона, будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу Республики Татарстан. Целый ряд депутатов записались выступить с трибуны Госсовета, чтобы выразить свое мнение по поводу изменений. Для высшего должностного лица Татарстана предлагали также Ильбаши и Даулет Башлыгы. Президент Татарстана, он избран в результате всеобщих выборов в 2020 году, набрав более 83% голосов избирателей. А это всеобщие выборы. И всеобщие выборы, согласно статье 3 Конституции Российской Федерации, есть высшее непосредственное выражение власти народа. Это основа конституционного строя. Уже было много компромиссов, и договор, и язык, Конституционный суд, и в разные проекты клиши сокращенников. Все это было, мы шли все время, я шел все время на компромисс. Но сегодня тот случай, когда он уже для меня, подчеркиваю, невозможен. Мы тут защищаем не слова, вот я вам хочу что сказать, дорогие коллеги. Мы тут защищаем федерализм, потому что я считаю себя патриотом этой страны. Я люблю свою родину. Я готов умереть за свою родину. Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев предложили поддержать законопроект, отметив, что сейчас в стране нужно единение. Мы данное решение должны сегодня принять. Я считаю, что, может быть, не идеально, но ту конструкцию, которую сегодня озвучили, она позволяет нам двигаться вперед. Татарстан – один из таких столбовых регионов нашей страны. Вы посмотрите, да? По экономике, по социально-экономическому развитию, по всему. Значит, как бы ни было, вот договор, конечно, он свою роль и сыграл огромную. Сегодня мы во всех проектах федеральных участвуем. У нас сложились прекрасные отношения с руководством страны, с правительством. Наши коллеги правительства России работают. И, конечно же, это дорого стоит тоже. Вот надо, главное, обеспечить качество жизни наших людей. Ситуация непростая. Важно единство. И мы всегда были за это, одновременно стремясь сохранить лицо республики, я имею в виду лицо в плане не формально, а то, чего мы заслуживаем своим потенциалом, своим вкладом, социально-экономическое развитие страны. Эти факторы, они учитываются. Вот я знакомился, глава РАИС Республики, глава-РАИС Республики Татарстан является главой государства, высшим должностным лицом Республики Татарстан. Как вариант, я говорю, для Конституции Республики. Но это нормально было бы. Это было бы нормально. Потому что тот уровень, она остается. В итоге депутаты большинством голосов поддержали законопроект. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы поддержать в первом чтении, прошу проголосовать. Спасибо большое за поддержку. Выступление Рустама Нургалиевича он еще раз подтвердил. Минтимер Шарипович также. Времена непростые. В этой обстановке
принимать решения и не приводить в соответствие, противостоять с федеральным центром в условиях СВО, конечно, мы себе позволить не можем. Сегодня депутаты приняли законопроект в первом чтении, ко второму поправок не поступило, и документ утвердили в окончательном виде. Тяжелое решение, но это решение надо было принимать, потому что у нас осталось времени до 1 января, почти неделя. Вот. Я думаю, народ нас поймет. Есть решение в этой непростой ситуации найти то компромиссное решение и решение универсальное, которое устроит всех. Рустам Минниханов до 2025 года будет называться президентом Республики Татарстан. Новое наименование высшего должностного лица будет носить следующий руководитель республики. Принятые решения согласуются с федеральным законом о публичной власти. Принято решение, в соответствии с которым дают право Рустаму Нургалиевичу Минниханову именоваться президентом республики до окончания срока полномочий. Сегодня сессия стала заключительной в этом году. В нем парламент рассмотрел более 200 вопросов, большинство социальной направленности. Дмитрий Айринин, Игорь Романов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Как сегодня сообщили в Институте истории Татарстана, слово «раис» является неотъемлемой частью национальной терминологии и логично с исторической точки зрения. Также слово имеет арабское происхождение, будет понятно иностранным партнерам республики, который сейчас ведет активную международную деятельность. Еще в XIX веке слово «раис» использовал выдающийся историк и мыслитель Шигабуддин Марджани. Сегодня свое мнение после заседания Госсовета высказали депутаты Госдумы, представители партии, общественники и историки. В сегодняшней очень непростой для России обстановке это, очевидно, самое мудрое решение. Главное вот в этом отношении и то, что об этом сказал сам Рустам Нургалиевич, об этом сказал первый президент нашей республики Минтимир Шарипович. И в целом это, наверное, самый оптимальный вариант. По-другому здесь поступить вряд ли возможно, потому что все-таки мы всегда считаем себя частью России. Мы получаем сейчас главу республики Раиса, который будет нами руководить, но мы знаем, что у нас есть избранный президент Республики Татарстан. На мой взгляд, кроме юридических каких-то оснований, здесь, в общем-то, в этом изменении ничего фактического не произойдет. То есть население от этого, скажем, переименования фактически никак не выиграет, но самое главное, никак не проиграет. Я считаю, что абсолютно правильно, конечно, что раз Рустам Нургалиевич у нас избран президентом Республики Татарстан, он и должен работать сегодня до истечения полномочий в этом статусе. Это абсолютно логичное решение. Вот. А что касается в дальнейшем реализации и закона о публичной власти федеральном, и мы знаем, что сейчас в работе находится закон о муниципальной власти, это большой политический процесс, и я думаю, что мы здесь еще не один раз будем с вами обсуждать то, как будут происходить эти реформы. Я считаю, что на самом деле самое главное сейчас, чтобы и это же слово, оно было наполнено таким же содержанием, такой же позицией в делах республики. Выбор, он очень удачный. Он опирается на наши глубокие традиции, тысячелетние традиции. Он опирается на наши давние, древние, многосторонние связи с арабским Востоком, с тюркским миром. В этом году мы отмечали 1100-летие со дня принятия Волжской Булгарии ислама в качестве государственной религии. Так вот, уже с этих времен это слово стало постепенно входить в нашу жизнь, в обиход, и оно постепенно со столетиями превратилось в устойчивый термин татарского языка. Сегодня мы уже не разделяем, это наше татарское слово, и это слово, оно, как и в арабском языке, продолжает сохранять свое первоначальное название. Это руководитель страны, президент, просто руководитель, человек, занимающий руководящие позиции в обществе и государстве. И это слово, оно в таком качестве в татарском языке использовалось на всех этапах государственности татарского народа.
Рустам Минниханов сегодня наградил лауреатов республиканского конкурса «Руководитель года». Лауреатами стали 23 управленца. Они представляют различные отрасли экономики – нефтехимию, машиностроение, строительство, энергетику, сельское хозяйство, IT и не только. Перед началом церемонии Рустам Минниханов вручил государственные награды указом президента России за вклад в развитие информационных технологий, медалью ордена за заслуги перед Отечеством награжден председатель Совета директоров компании ICL КПО ВС Виктор Дьячков. Благодарность президента страны за большой вклад и создание новой специальной техники и укрепление обороноспособности страны директору Зеленодольского завода имени Горького Александру Филиппову. Как отметил президент республики, конкурс – это хорошая возможность поблагодарить трудовые коллективы и их руководителей за вклад в развитие Татарстана. Уходящий год был очень непростым. Мы столкнулись с ограничениями в внешней торговле, нарушением логистических цепочек, перекрытием доступа к технологиям и финансам. Важно, что в этих условиях мы работали вместе, единой командой. Хочу поблагодарить руководителей наших предприятий, которые, невзирая на эти вызовы, обеспечили бесперебойную работу, сохранили свои трудовые коллективы. Конкурс «Руководитель года» нацелен на то, чтобы поощрить лучших из лучших, отметить их заслуги, выразить им общественное признание. Татарстан богат предприимчивыми и инициативными людьми, которые не боятся ответственности. Всех их объединяет умение ставить высокие цели и добиваться их исполнения. В этом году награждение провели в 7 номинациях. За цифровую трансформацию предприятия лауреатом стал директор сетевой компании Ильшат Фардиев. За достижение в инновационной деятельности генеральный директор ТФНК Максим Новиков и директор «Газпром Трансгаз Казань» Рустем Усманов. В номинации за высокую социальную ответственность награжден автогигант КАМАЗ, за высокую конкурентоспособность Татнефть. Участие в церемонии принял и государственный советник республики Митсимир Шаймиев. Мы действительно можем гордиться, что республика под руководством нынешнего уже президента республики Рустама Минниханова, его команда уверенно шагает, отвечая с трудом и успехами на вызовы нового времени. Мы обязаны и должны сплотиться и хорошо трудиться для того, чтобы преодолевать все, что имеем, и уверенно шагать на будущее. Времена бывают разные, но люди решают все. Сегодня в Доме правительства прошло заседание инвестиционного совета. Его провел Рустам Минниханов. Рассмотрели и утвердили инвестиционные проекты. Их реализуют в районах республики. Это промпарк Актаныш, Алексеевская. Здесь планируют создать готовые территории для размещения производственных предприятий. В Набережных Челнах частный инвестор построит многофункциональный медицинский центр. Будет создано 87 рабочих мест. Рустам Минниханов подчеркнул, проекты интересны и востребованы. Важно поддерживать благоприятный инвестиционный климат и обеспечивать взаимодействие с инвесторами. На сегодняшний день промышленный парк Актаныш обладает очень инвестиционной привлекательностью высокой, и мы подготовили концепцию его развития. Здесь, на инвестиционном совете, мы представляем проект многоквартирного жилого дома переменной этажности от 5 до 25 этажей. Хотели построить на землях Карабашского водохранилища уникальный курорт загородного типа, в котором будут стоять горнолыжные трассы, 5 трасс общей протяженностью 6 километров. Эпидпорог в Татарстане превышен в 2 раза. За неделю гриппом и ОРВИ заболели почти 41 тысяча татарстанцев. Об этом сегодня сообщили в Роспотребнадзоре. Если ситуация продолжит ухудшаться уже после новогодних праздников, в республике возможно возвращение масочного режима. Находимся ли мы на пике эпидемии? Справляются ли медики? И как не заболеть, расскажет Рамиль Шайдулин. Давайте постараемся все-таки быть осторожными в это время. Только за неделю рост заболеваемости гриппом и ОРВИ почти в 2 раза. Эпидпорог превышен на 41%. Система здравоохранения республики сейчас работает с довольно серьезной загрузкой. Обращающихся за помощью довольно большое количество. Число заболевших гриппом и ОРВИ почти максимальное за 30-летнюю историю наблюдений, говорят медики. За неделю зарегистрировано более 40 тысяч заражений. Антирекорд – 50 тысяч. Едим. Честно, едим. Пропила витамины
И народными средствами, травками, лимончиками берем. Помогает? Помогает. Медики говорят, народные средства на пользу только вкупе с медикаментами, назначенными врачом. Особенно при заражении свиным гриппом. В 82% случаев диагностируют именно его. Главный симптом – температура под 40. С учетом того, что 2 года наше население не встречалось с вирусами гриппа и несколько утратили свой иммунитет, поэтому в этом году все-таки вирус гриппа H1N1 протекает в таком более интенсивном варианте. Тяжело болеют ОРВИ и гриппом дети. На сегодня более 16,5 тысяч татарстанских школьников находятся на разобщении. Это 550 классов. Особое внимание своему здоровью специалисты советуют уделить во время предстоящих новогодних празднований. Елки, походы в гости. Все это замечают медики. Само собой и массовые скопления, и перепады температуры. Заразиться в таких условиях, например, гриппом, особенно просто. Пожалуйста, на сегодня нужно ограничить по возможности круг своих контактов, то есть не ходить туда, где есть большое скопление людей. Если это невозможно, тогда обязательно использовать маску. Неделю назад в связи с ростом заболеваемости Роспотребнадзор ввел несколько ограничительных мер. Среди них масочный режим в транспорте и медицинских учреждениях. Если эпидобстановка будет ухудшаться, полный масочный режим могут ввести после новогодних праздников. Чтобы не допустить этого, медики рекомендуют соблюдать все санитарные нормы. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Новогодние сказки, экскурсии, выставки проходят в Казанском Кремле для детей из семей мобилизованных татарстанцев. Сегодня для них в присутственных местах провели большую праздничную программу. Ребят приехал поздравить Рустам Минниханов. За 3 дня эту сказочную историю увидят больше 2000 ребят, чьи отцы сейчас выполняют свой воинский долг. Как дарят настоящую зимнюю сказку и много незабываемых эмоций детям, увидела Вероника Гайнудинова. Около елки в Казанском Кремле. Сегодня большая развлекательная программа. На праздник приехали дети из семей мобилизованных татарстанцев. Лично поздравил ребят Рустам Минниханов. Искренне хочу поздравить вас в вашем лице, ваших родителей с наступающим Новым годом. Мы пригласили вас не случайно, потому что вы представляете семьи, которые сегодня мобилизовались и защищает наше Отечество. И, конечно же, это мы высоко ценим. Мы будем вместе с вами всегда и будем всегда вас поддерживать. Для ребят настоящее цирковое представление. Здесь артисты, акробаты, клоуны казанского цирка. Получасовой уличный спектакль «Новогодние игрушки». Сейчас здесь 200 детей из набережных Челнов. Мне очень понравилось танцевать и очень понравилось, когда Дед Мороз пришел и сделал фейерверк. Мне очень сильно понравилось, когда еще они бегали, а еще мне понравился дракон. Как они еще через скакалку тройную прыгали. Красивые герои, очень смешные. Они достойны такого душевного и теплого внимания. Их отцы сегодня выполняют священный долг, защищают нашу отчизну. И, безусловно, внимание со стороны первых лиц республики – это важно. В день здесь проходят по 3 представления. Оно особенное не только для детей, но и для артистов. Сегодня очень приятно, когда маленький мальчик включил телефон, а на той стороне его папа. Мы подарили ему воздушные поцелуи, мы подарили ему сердечки и показали часть нашей программы. Папа был очень доволен. Кроме новогоднего представления, для детей организовали экскурсии по Казанскому Кремлю, посещение музеев и, конечно, сладкие подарки. Всего за 3 дня такую программу увидят больше 2000 детей. Вероника Гайнудинова, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. До встречи. Огромный ассортимент портьерных тканей. Феерия, Тукая, 58. Специальное предложение на покупку больших квартир от Акбарсдом. Места хватит даже елки. Звоните 212 26 76. За 5 лет в рамках реализации республиканских программ построено 92 многофункциональных центра, 284 объекта здравоохранения. Введено в эксплуатацию 13 миллионов 185 тысяч квадратных метров жилья. В «Белке» новогодняя распродажа. Скидки до 60%. «Белка», Татарстан 7.
Сельхознаб Киндери – одна из ведущих компаний по поставке сельскохозяйственной техники и запасных частей. Современная качественная техника, выгодные условия, высокий уровень обслуживания. ООО «Сельхознаб Киндери». Плодотворное сотрудничество. Купил – кэшбэк. Купил – кэшбэк. С дебетовой карты «Мир» Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. С 14 по 25 декабря на втором этаже в Казанском ЦУМе распродажа индийских товаров. Продсклад «Победа». Майонез «Провансаль» мистер Рико 139,90. Сыр «Русская моцарелла» 115 грамм 76,90. Уважаемые жители Республики Татарстан, у вас есть возможность полностью списать свои долги. Вам поможет Банкрот-центр. Не теряйте времени. Записывайтесь на бесплатную консультацию. Центр интегративной психотерапии «Эра». Профессиональная наркология. Анонимно. Круглосуточно. Улица Закиева, 4. Телефон 265 99 11. Японская пословица «Одно доброе слово может согреть 3 зимних месяца». Здравствуйте. Погодные аномалии продолжаются, и все благодаря теплым воздушным массам со Средиземноморья. Итак, по данным сервиса Яндекс.Погода, в субботу в Бугульме, Бавлаха, Азнакаево неустойчивая погода сохранится. Ожидаются дожди и значительное потепление. Ночью и днем до 1 градуса тепла. Не по сезону высокие температуры. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге ночью 0, а днем до 2 градусов тепла. В Агрезе, Менделеевске, Актаныше та же картина. Ветрено, дождливо и тепло. Ночью и в дневное время ожидается до 2 градусов выше 0. В Арске, Кукмаре, Балтасе капризная, неустойчивая погода с осадками разной интенсивности. Ночью и днем от 0 до 1 градуса тепла. Пройдут дожди в Болгаре, Дрожжаном, Буинске. Ветер усилится ночью и днем до 2 градусов со знаком плюс. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше облачная погода, осадки преимущественно в виде дождя. Ночью и днем в пределах 2 градусов со знаком плюс. В воскресенье ночью будет аномально тепло. Днем в республику начнет поступать более холодный воздух, и температура вновь уйдет в минус. Банк Аверс рад поздравить вас с наступающим новым 2023 годом. Пусть он окутает вас любовью, заботой и добром, подарит самые чудесные мгновения, хорошие новости и яркие события. Берегите себя и своих близких. Новый год – это время исполнения желаний. Дедушка Мороз, подари мне на Новый год настоящего друга. Каждому в Новый год нужно верить в чудо, и оно непременно произойдет. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. Изысканный ресторан у вас дома, в офисе и даже на даче. Кейтеринг Айгуль Усмановой. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Берем заказы даже за 2 часа до прихода гостей. Звоните. Кейтеринг Айгуль Усмановой – это вкусное халяль-меню от 500 рублей за персону. Готовая сервировка блюд на стильных досках. Все привезут прямо к вашему столу, приготовив даже за 2 часа до мероприятия. В Казани облачно, сыро и ветрено. Ожидается мокрый снег, дожди. Ночью и днем до 2 градусов тепла. Ветер юго-западный, порывистый. Местами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 91%. Магнитное поле Земли спокойное. На Скользком крыльце количество культурных людей резко сокращается. В студии был Илья Андреев. Желаю вам солнечного настроения при любой погоде. Делитесь душевным теплом с любимыми. Согревайте их сердца. Здоровья вам и сил.